В эфире новости, с вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Выпуск начнем с брифинга о работе специалистов Республиканского психологического центра с участниками СВО и их родными. Предлагаю послушать. За прошедшую неделю в республике, а также по госпитальному направлению в Ростове-на-Дону охвачено 330 участников спецоперации и членов их семей. Проведено 390 индивидуальных и групповых видов психологических работ, включая повторные консультации и занятия. Как происходит получение психологической поддержки вне госпиталя? Человек добровольно обращается, ему подбирают удобное время и психолога с соответствующим профилем и опытом работы. На консультациях нет запретных или постыдных тем. Все обращения к нам анонимны и конфиденциальны. Не требуется документов, можно записаться под псевдонимом. Получить помощь и поддержку можно, записавшись по номеру 31 91 09 в рабочие часы. Контакты наших филиалов в районах можно узнать по этому же номеру. Кроме того, работает круглосуточный телефон доверия 8 800 135 50. Для участников спецопераций, членов их семей, а также по иным кризисным направлениям, услуги ЯРПЦ бесплатны. Данное направление ведется по поручению главы Якутии Айсена Николаева под личной координацией заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной. Далее перейдем к новостям. Озвучу самые заметные события к этому часу. В Нижнем Бестяхе открыли проезд к паромной переправе после ДТП с участием бензовоза. Подробнее об инциденте. На Восточном экономическом форуме на улице Дальнего Востока павильон Якутии превратился в спортивную арену. Об этом и других новостях с ВЭФа. В Горном Улусе планируют в этом году построить 2 быстровозводимых моста под названием САРМ. Подробнее о строительстве. В Нижнем Бестяхе открыли проезд к паромной переправе после ДТП. Спасатели завершили работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Всего было использовано 50 мешков сорбента, собрано более 200 килограммов загрязненного грунта, который впоследствии будет утилизован. Напомним, в Нижнем Бестяхе произошло ДТП с участием бензовоза. Автоцистерна опрокинулась на дороге, ведущей к паромной переправе. Он перевозил топливо объемом около 39 кубометров по маршруту поселок Нижний Бестях, село Чурапча. Сегодня прошло пленарное заседание в рамках Восточного экономического форума. Президент России Владимир Путин сделал несколько заявлений о развитии Дальнего Востока. Глава государства рассказал о сотрудничестве с Северной Кореей и планах постройки моста в КНДР через реку Туманная. Также президент поднял тему дальневосточной ипотеки и предложил распространить ее на вторичное жилье. Отдельное внимание было уделено западному бизнесу. По заявлению Путина, Россия готова к сотрудничеству с другими странами и ни от кого не отгораживается. Он также отметил союз с Индией и Китаем, сказав, что экономики 3 стран дополняют друг друга. Промышленные предприятия малого и среднего бизнеса Дальнего Востока показали рост дохода в 1,5 раза. Общая же численность организаций составила 24 тысячи. Наибольшее количество предприятий фиксируется в Приморском крае, составляет 23% от общего числа компаний. В Хабаровском крае и Республике Саха по 15%. Далее следует Республика Бурятия с 11% и Амурская область 10%. Меры господдержки, которыми воспользовались 44% малых и средних предприятий, сыграли значительную роль в росте организации. По данным аналитиков, суммарный доход малого и среднего бизнеса вырос с 600 миллиардов рублей в 2022 году до 900 миллиардов рублей в 2024. На экономическом форуме на улице Дальнего Востока павильон Якутии превратился в настоящую спортивную арену. Здесь прошел международный турнир за Кубок железных дорог Якутии по масс-рестлингу. Соревнования также приурочили к 80-летию Великой Победы. Подробности у Лианы Осиповой. Генеральным партнером турнира выступила акционерная компания «Железные дороги Якутии». На помост вышли 16 атлетов из 14 стран. И каждый готов был доказать, что именно он достоин железного трофея. Участники объединились в 4 команды, символизирующие станции Амуро-Якутской магистрали: Нерюнгри, Алдан, Томмот и Нижний Бестях. Традиционное мероприятие. Железные дороги Якутии давно, уже практически с самого начала создания Федерации масс
рестлинга, является одним из, так сказать, основным участником, основным спонсором многих мероприятий, особенно международных. С 2017 года Федерация масс-рестлинга выводит этот национальный вид спорта на международную арену форума. Важно отметить, что с завтрашнего дня спортсмены будут вести концертную программу по теме Великой Отечественной войны, исполнят песни военных лет и примут участие в вальсе победы. У нас завтра стартует международный турнир. Будут те же участники принимать участие Хапа-Хабалык и Хамыска. Мы поддерживаем нашу физическую культуру народа Саха, поэтому продолжаем знакомить иностранцев с нашими видами. Раньше мы показывали якутское многоборье, но в этом году решили, чтобы они узнали что-то новенькое. Масс-рестлингом спортсмен из Нигерии занимается уже около 4 лет. По его словам, подготовка к кубку шла долго, ведь здесь важна не только физика, но и стратегия. Умение читать соперника и просчитывать каждое движение. Я 22 года слушал про масс-рестлинг, я видел и начал заниматься, и мне так понравилось, потому что игра интересна, там надо подумать, не просто двигатели. По итогам борьбы победила команда «Нижний Бестях». За это они получили не только спортивную славу, но и ценные награды – якутские ювелирные изделия. Лиана Осипова, Владивосток. В Якутии продолжается кормозаготовительная кампания. На сегодняшний день запас составляет 377 тысяч тонн сена. Это 87% от запланированного объема в 434 тысячи тонн. Продолжается пополнение запасов силоса, корма для сельскохозяйственных животных. Сейчас заложено 75% от плана. Помимо этого продолжается работа по заготовке сенажа, консервированного корма для скота и сенокос в отдаленных участках. Для восполнения дефицита сена по всей республике идет заготовка сена мобильными бригадами на отдаленных участках. 40 тысяч одну тонну должны мы заготовить мобильными бригадами. На данный момент заготовлено 19 тысяч тонн. Это 47% от запланированных объемов. Также началась уборка зерновых культур. На данный момент по всей республике уже собрано 3000 тонн зерновых. Это 25% от плановых объемов. В селе Майя Мегина Кангаласского района строится новый больничный комплекс на 33 стационарного места. Этот объект с прошлого года стоит на особом контроле правительства республики. Учитывая то, что этот объект переносился, так как подрядчик строительства несколько раз меняет график работы. В ходе рабочего визита Дмитрий Садовников подчеркнул, что то, что было озвучено в республиканском штабе, к сожалению, не выполнено. На сегодняшний день идет серьезное отставание. Площадь больничного комплекса составляет около 4000 квадратных метров. Здесь также планируется открыть поликлиники на 30 посещений в смену. Надо дать должное районной администрации, которая давно бьет тревогу по данному объекту. Объект очень нужный для населения района, но, к сожалению, такая картина сохраняется. Но надеемся, что заказчик еще построже будет относиться к подрядчику, ну и, скорее всего, будет менять подходы. Сегодня мы договорились, что подрядчик будет выполнять все ранее взятые обязательства и освоит аванс, который ранее выделенный, а дальше уже будем пересматривать подходы к подрядчику. В городе Вилюйске идет работа по проектированию объекта газопоршневая электростанция «Оленск» мощностью 32 мегаватта. В рамках этого представители проектной организации «Про-100» из города Москвы посетили Вилюйск. Рабочая группа встретилась с главой Вилюйского ОЛУСа, представителями администрации Якутэнерго и Сахатранснефтегаз. Совместно осмотрели местность, где будет строиться электростанция, и на рабочем совещании обсудили вопросы по земельному участку, по организации полосы отвода и другие вопросы. Вчера мы уже посетили площадку, с коллегами изучили, первичные вопросы собрали. Вот сейчас уже обсуждаются даже результаты вчерашнего обследования. Согласно договору, первую, так скажем, стадия П, да, это проектное решение, выдается до конца этого календарного года. Дальше у нас будет экспертиза, государственная экспертиза наших проектных решений. И до июля следующего года мы должны уже завершить все проектные работы, то есть это уже рабочая документация, это уже детальный проект, вот, по которому уже можно спокойно строить.
что для ускорения уже будут идти процедуры закупок, выбора поставщиков оборудования, потому что это, конечно, долгий процесс. В рамках объявленного года развития инфраструктуры в Горном Улусе Министерство транспорта и дорожного хозяйства планирует в этом году построить 2 быстровозводимых разводных стальных моста под названием «САРМ». Мост через реку Көместех на муниципальной дороге Берджигистех-Өрт на границе Матахского наслега по плану изготовлен в городе Иркутске и на сегодняшний день прибыл на место. Со стороны Улуса для проведения строительных работ объявлен аукцион и достигнута договоренность с компанией «Монтажгастрой». На муниципальной дороге Ортосорт-Кептин планируется установка 2-го моста через реку Нуральджима этой зимой. Планируется проведение работ по устройству объездной дороги, также демонтаж старого деревянного моста и установка нового моста типа САРМ. Все работы должны выполняться в течение сентября месяца. Планируется оповещение населения, будет объездная дорога. И надеемся к 1 октября все работы завершить. В Якутском музее имени Ярославского открылась выставка «Этих дней не смолкнет слава», посвященная 80-летию разгрома милитаристской Японии и победе во Второй мировой войне. Центральное место выставки занимает маньчжурская наступательная операция, в которой участвовали уроженцы Якутии. Можно увидеть документы, предметы быта и артефакты. Выставка продлится до 26 октября включительно. Дан старт республиканского слета движения «Юнармия». Мероприятие, приуроченное к Году защитника Отечества, собрало более 200 юношей и девушек со всей Якутии. Борьбу за лавры первенства ведут 7 команд. На протяжении 2 дней участники покажут навыки в дисциплинах пулевая стрельба, гиревой спорт, сборка-разборка оружия, военно-спортивная игра «Защитник Отечества», конкурс песни и строя. Также пройдет образовательная программа «Школа юноармейца» и вечер дружбы с командными играми. Итоги слета будут проведены уже в субботу. Впечатление все положительное. Я уже 3-й раз участвую в этих соревнованиях. Каждый год эмоции все те же. Я очень люблю участвовать в строевой подготовке. Каждый год меня только это волнует. Мы в строевой подготовке заняли 1-е место. В прошлом году тоже. Такими были новости к этому часу. Встретимся в программе «Итоги дня».